В минувшую субботу в Национальной галерее Коми прошла культурная акция «Ночь в галерее». Акцент торжества был главным образом нацелен на музыкальную составляющую 90-х годов прошлого столетия. Окунуться в атмосферу решил и наш корреспондент Никита Чернов. Уже на входе в сквер галереи посетители встречают кураторы тематических площадок, готовы сию минуту провести незадачливого гостя по всевозможным локациям этого вечера. Первые развлекательно-познавательные зоны ждут своего зрителя. Одна из таких площадок – мастер-класс с арт-терапии. Собственноручные произведения искусства люди создают в технике Эбру. Эта техника Эбру помогает людям расслабиться, гармонизироваться, соприкоснуться со своим каким-то внутренним миром, какими-то внутренними, может быть, осознанием каких-то снов, осознанием своих мыслей, чувств, эмоций. Очень суматоха большая всегда в мире, да, мы много что-то делаем, много чего хотим, ходим, разговариваем, и не всегда есть время именно сесть и уже побыть с собой наедине хотя бы 5 минуток. Не всем это удается. А в саду скульптуры обширная фотозона и рейв-площадка. Любители электронной музыки узнают, как звук находит отражение в полотнах. Об его интерпретации в мире художников рассказывают сами авторы. Тем временем в холле нацгалереи молодежь первым делом идет на выставку «Андеграунд 90-х годов. Художники на танцполе». Представитель этой локации Аким Неаронов объясняет, почему этот культурно-исторический факт музыкальной истории жизни нашей страны на заре 90-х годов повлиял на людей того времени и какая связь прослеживалась тогда между искусством и танцплощадками. Многие работы, представленные здесь, на этой выставке, были выполнены художниками в формате экспромта и творческого поиска. И ныне авторы этих работ – состоявшиеся современные художники и известные имена. Выставка в основном показывает взаимодействие искусства и танцевального движения, которое зарождалось в то время. Диалоги о рейвах – название одного из паблик-толков или на нашем языке открытый дискурс площадки. Деятели рассказывают о своем влиянии и вкладе в музыкальную культуру Республики Коми 30-летней давности. Сильно ли с тех пор поменялась рейв-культура – еще один вопрос, на который здесь пытаются найти ответ. Да, для молодежи рейв – это был определенный протест. Это был протест против системы, против советской навязанной культуры попсовой. А сейчас фишка в том, что сейчас народу, который протестует, гораздо меньше. И если мы берем рейв-вечеринки, которые были тогда, которые были просто сумасшедшими, и рейв-вечеринки, которые есть сейчас, то сейчас это больше коммерческий продукт. То есть он играет на тех людях, которым это близко. Мастер-классы продолжаются и этажом выше, а для эрудитов юношеская библиотека проводит своеобразный квиз. Тема – история звука 90-х годов. Ну а выставка, находящаяся на втором этаже Национальной галереи, носит гордое название «Я на севере живу». И ведь неспроста, потому что здесь расположены произведения живописцев из фондов Национальной галереи. Ну а вот этот вот замечательный домик очень лаконично вписывается в общую композицию, находящейся тут выставки. Продолжает свою работу здесь и открывшаяся недели ранее выставка «Коми. Человек. Ландшафт. Миф». Показать произведения искусства и предметы, связанные не только с народом Коми, но и со всеми национальностями, которые делают культуру республики разнообразной. Вот главная цель. Это именно коми-искусство, который, как вам известно, начинается после конца 20-х годов, и который в основном саморазвитие – это 60-е, 70-е и 80-е годы. Для авторов любой подобной акции самое важное мнение посетителей. Ночь в галерее, судя по всему, гостям приходится по душе. Именно здесь атмосфера того тепла, которая недоступна. Я считаю, что можно пройтись по всем выставкам, которые сейчас находятся в Национальной галерее. Все вот детские площадки, да, которые были, они все интересны. Мне было не жалко потратить на это время, да и деньги тоже. Тут прям потрясающие вещи. Основные же выставки продолжат свою работу еще как минимум месяц, а значит и жители Сыктывкара, которые еще не смогли ознакомиться с творчеством художников и историей о звуке 90-х годов, смогут культурно обогатиться в любое удобное для себя время. Никита Чернов, Максим Изюров, телеканал Юркан.